Друзья, всем привет! Вы смотрите Найза Дай подкаст. Сегодня у нас в гостях чемпион объединенных лиг Найза и Fight Nights Фаниль Рафиков. Фаниль, приветствуем. И Сула, наш боец KZ. Бонжорно. Рада тебя видеть. Так как Сула и Фаниль лучшие друзья, я подумал, что было бы классно как раз собрать вас всех вместе в одной студии и обсудить прошедший бой Фаниля, прошедший совместный турнир и еще какие-то темы, если мы их найдем и если их мы вспомним, потому что, в принципе, на неделе много чего происходило. Должен был быть еще с нами Нурбек Карабала, глава лиги Найза, но он уехал на переговоры. Такой тоже небольшой спойлер. Возможно, будут еще совместные большие интересные турниры у Найзы, но об этом вы узнаете чуть позже. Давайте начнем с боя. Фаниль, как самочувствие? Почему в черных очках, кстати? В черных очках, потому что все объяснять не надо. Самочувствие хорошее, в принципе, кроме синяков и кровоподтеков, ну и левая нога чуть припухла. Вообще все шикарно, все нормально. Как ожидал, так и получилось. Сула, я вижу, что не так, как ты ожидал, получилось. Я думаю, что множество экспрессов слетело. Огромное количество экспрессов. Фаниль, как будешь деньги людям отдавать? Не знаю. Там же какой кэф был? На Фаниле 4, а на Наримана 1,2 был. Тебе нормально, да? Че нормально? Спишь хорошо? Не знаю. Ставки... Зло. Ставки да, зло, кстати. Кто ставит, это их проблемы, поэтому... Я правильно понимаю, что это говорит амбассадор Олимпа? Почему? Нет, если ставят... Ты амбассадор Олимпа? Да. Серьезно? Да. Блин, вот больше не смейте меня вообще в чем-то вообще упрекать и вообще критиковать. В чем? Амбассадоры. А в чем я критиковал? Это я вслух сказал, да? Да. Но я не критикую никого. Если кто-то ставит, пусть ставит. Если кто-то не ставит, тот не ставит. Да, я сам их рекламировал. Да, поэтому, мне семью кормить надо. Поэтому как-то так. Коэффициент 4 был, в принципе, нормально. Даже чуть побольше. Да, может, даже чуть побольше. Кто поднял лавешку, поздравляю. Надо было грузить на правильных людей изначально. И как я и говорил, так и получилось. Сула, ты был не уверен в победе Фаниля. Точнее, ты был уверен... Что значит не уверен? Он и прогноз же дал. Мы сидели, но это такой немного конфиденциальный, наверное, все-таки разговор был, когда уже там, мы вот в поединке. Я спросил у Камила, говорю, вообще как? Он сказал свое мнение, я не буду его говорить. Но они поспорили с Нурбеком, это не секрет, на 1 000 000 тенге как раз. Не про это был разговор, то что не про их спор. А это перед боем было или после? Это было прямо перед боем, вот ты вышел. Угу. Я тогда сказал, говорю, я вообще сказал, что во втором раунде Фаниля ТКО. Говорю, вот что ты сейчас мне такое впечатление, что это произойдет в первом раунде. В смысле, выиграет Фаниль, да? Что? Выиграет Фаниль? Какой выиграет? Я был 100 пудов уверен, что Фаниль проиграет. 100 пудов я был. Да. А в каком раунде пошел выиграю? В пятом? После какого раунда уже понимание пришло, что что-то не идет не по твоему плану? Я тебе сейчас скажу. Я на самом деле болел против тебя. Вот я тебе честно скажу. Именно прям болел, да? Я не то, что я прям... У меня с Нариманом хорошие отношения. Но Фаниль мой лучший друг. Он еще тебе билет дал на Ремарка. До этого говорил, что всегда болеет за казахстанских бойцов. Но он же тоже из Казахстана, Нариман. Да? Он родился в Павлодаре. В Шымкенте. Но он не гражданин Республики Казахстан. И Баку у него было написано. Он не гражданин Республики Казахстан. Здесь Фаниль прав. То, что да, я... Но я говорю откровенно и честно. Да. Свои чувства. В тот момент я болел, и я, я вообще понял Фаниля. Чем больше болеешь против меня? Я понял Фаниля, почему... Вот ты дрался, когда ты взял пояс с кем? Серикпаем. Серикпаем, вот. Я тогда болел за Серикпая. Серикпая я знаю. За Ханыбека тоже болел. Я, кстати, понял, что... Стоп. Я не... За Ханыбека не... Нет, за Ханыбека я никогда не болел. Я болел тогда за Серикпая, и я был уверен, что Серикпай выиграет. И я топил за это. И я говорил про это. Фаниль выигрывает. Потом у него первая защита с Эльдаром. Я был уверен, что он выиграет его. Что Фаниль выиграет Эльдара. Я был уверен.
Клянусь, у меня был... Потому что Эльдар в тот момент провел, по-моему, 2 схватки. Он недавно откинулся. Я был уверен, Фаниль его выиграет. И Фаниль ему проигрывает. Потом Ханыбек. Когда он с Ханыбеком выходит, я думал, господи, с таким ММА, с таким конфу Фаниль точно проиграет. И я говорю, да. И тогда он после этого, там было много слов, и у нас там прям дружба такая сплотилась после этих вообще моих выступлений фееричных. И тогда я же про Фаниль говорил, ты так много говоришь и нифига не выигрываешь. Ты же помнишь, да, этот момент? Угу. И Фаниль его, Алда, иди сюда, Вася мутит. И я понял Фаниля. Он совершенно не умеет драться, когда в него верят. Верят в него. Что он победит. Ну, я хорошо буду говорить за себя. Ему нужен вот этот вот эмоциональный стресс. Ему нужна вот эта тема, то, что все против него. Ему нужна эта тема, я должен доказать всем, что вы все черти. Да? Так же было, по-моему. А я, лучше всех, красивый, и т.д. и т.п. Не все хейтеры. Вот чем больше хейтеров, я не знаю, Фаниль, наверное, закрой уши. Я потому что сейчас буду говорить хорошее про тебя. Давай. Не у него же борцовский, он ничего не слышит. Вообще, если вот эта вот тема, да, если мы возьмем наших казахстанских бойцов, которые дрались, серьезными с именами, да, были сами, относительно них, ноунеймами, относительно них. У нас есть 2 примера. Сейчас вот Фаниль, а есть еще Артем Резников. Он выходил против Юсуфа Раисова. И там тоже же все, там по-любому. Верили, да? И он ломает. Он выигрывает Юсуфа Раисова. И здесь вот эта вот схватка. И я вынужден заметить, это на данный момент прям бой года. Шикарно. Это было супер. Я такого Фаниля Рафикова даже не ожидал вообще. Это какой-то вернувшийся с тех времен, когда вообще не думает, о последствиях. Вот это был просто суперский бой. Я просто в диком восторге. И на сегодня 20 мая, по версии «Наш боец», это бой года, это раз. И это он теперь обладатель чемпионского пояса. Это боец года по версии нашбоец.kz. Это было очень круто. Это было прям шикарно на нет. И я, опять же, уверен на 100%, что такое стало возможно только благодаря мне. Потому что я нифига в этого пацана не верил. Я был уверен, что он проиграет. Я про это вообще везде это транслировал. И вполне вероятно, что этот парень в мягких, хороших условиях не может показать свой потенциал. И сейчас в СНГ, я уверен, весовая категория 70 килограммов, Фаниль Рафиков номер 1. И именно потому, что преодолевая вот это, что в него никто не верит, но он показывает именно тогда свой офигеннейший результат. Это было шикарно. Это был просто обалденнейший поединок. И да, вы можете сказать, что Нариман Абазов, у него какая-то там спад и т.д. и т.п. шел. Но даже если у него шел этот спад, к этому поединку этот чувачок офигенно подготовился. Офигенно. И можно также говорить, вот и был бы 5-й, 6-й или 7-й раунд, тогда бы, Нариман там выиграл бы. Здесь я уверен, если был бы 6-й или 7-й раунд, Фаниль Рафиков, как бы мне тяжело этого не было бы сказать, но он, возможно, финишировал бы своего визави. Это было просто фантастика. Я бы хотел поблагодарить Лигу Найза, лично Нурбека Харабала. Просто супер. Это было шикарно. 2 предыдущих невзрачных турнира, и это было просто фантастикой. И это прям было бриллиантом. Супер. Вот мои эмоции. Я бы немножко поспорил. Вот знаешь, когда ты говоришь, вернулся тот Фаниль, мне кажется, наоборот, вот мы увидели в этом бою нового Фаниля, который, во-первых, был хорошо подготовлен, знал, что делать нужно, и действительно был мотивирован, потому что очень серьезный был бой. Если бы Фаниль в этом бою проиграл, то стоит все-таки констатировать тот факт, что все, ты бы просрал бы карьеру, мне кажется. Если Фаниль будет выходить с соперниками, которые заведомо слабее его, он проиграет.
Я не уверен. Фаниль сейчас... Вот я говорю же, я понял Фаниля. Я привел пример. Он офигенно выходит именно жестким андердогом. Вот тогда он прям показывает. Это, конечно, удивительно. Это большая проблема, на самом деле, у Фаниля. Потому что все-таки здесь психологический настрой очень много... Ну, то есть, вот опять мы о нем говорим, как в третьем лице, да? Ты, Фаниль, да? Это была фантастика. Это было шикарно. Наверное, я не знаю, это и был и прошлый Фаниль, и новое. Блин, это было супер. Это было супер. Вот, сколько я... Хейтил, да, вот это может... Вот, кстати, твоя любимая фраза. Собаки не лают, караван идет. Без нас, тех, кого ты называешь собаками, твой караван с точки А в точку Б не дойдет никогда. Ты идешь только потому, что караван с собакой. Да. Они предупреждают тебя о засаде, которая тебя ждет за тем холмом, об опасных животных, которые могут напасть на караван. Я говорю образно. Да. Без этого всего он где-то там потеряется в прериях, на него нападут. Угу. То есть все только благодаря мне. Так что реально за это мы Сулу любим. Честно, за умеет мотивировать. Спичи, да, красава. Умеет мотивировать и честно говорить, да, об этом. Нет, это правда заслуживает уважения. Всегда в лицо говорит. Кстати, с билетом, сори, там какая-то непонятка у нас получилась. Продолжай говорить про меня, не останавливайся. Продолжай. У нас непонятка получилась. На весозгонке я ему скинул билет, и там номер вроде неправильный был, да? Ну, там Да, на одно место я ошибся, короче. Просто весозгонка, видать, и уже со зрением тогда рымсы, видать, были какие-то. И скинул другой. Но потом второй раз... Сулу клетки смотрел в любом случае, Нет, да? второй раз билет, который я ему дарил. Я разыгрывал. И второй раз уже правильно скинул. Правильно же скинул? Да, мы зашли, я пошел, встретил этого человека. Скинули правильно, короче. А кто человек был? Кто выиграл билет? Да, его. Подписчик. У меня там, кстати, был вопрос, кто единственный из казахстанских бойцов обладатель чемпионского пояса ACB. У меня где-то минуты, наверное, не прошло. Я могу сразу ответить. Да. Игорь Сферит. Ну вот, то есть я сразу предупредил, вопрос будет максимально простой, кто первый отвечает, этому лови. А это оказался еще и сосед, короче, Игоря Сферида. Мне смешно было, просто Игорь сидел тоже на первых рядах, и потом это оказался Игорь Сферит, короче. Но первые 5-6 ответов было Арман Успанов. Я говорю, господи, Арман Успанов, он только самбо 70 выигрывал, все. И кто еще? Ардак Назаров написали, Кичигин написали, и потом сразу Игорь Сферит. Я говорю, все. Он потом и первый чемпион One Championship был. Да. Игорь. Да, у него тогда, это, по-моему, 15-й год был, год его был. Самый год 14. Его был, самый год. Да, очень хорошо тогда выиграл. Какие ощущения? Вот ты стал чемпионом, на самом деле, чтобы тоже многие там не гадали, что это за чемпионский пояс, он больше такой чемпионский пояс в стиле BMF, пояс двух лиг совместный, но в любом случае это пояс в 5-раундовом бою добытый против топового легковеса. Какие ощущения на сегодня? Вот прошло уже 2 дня с турнира. Понимание, что мы сотворили историю. Есть такое понимание. Это первый такой пояс, да. Вообще, наверное, среди лиг каких-нибудь, да, таких совместных разыграли. Был вот PFL Беллатор. Да, я имею в виду СНГ, не брать мировые лиги. И, пришло осознание, что мы сделали историю на тот момент. И, не знаю, я знал, что я выиграю. Я мог проиграть в тот день только в одном случае, да, если там мне колено кто-нибудь прострелил бы, либо я споткнулся, упал бы и ударился головой. Поэтому Нариман, правда, был готов на все 100%, я это прочувствовал, и по лицу, по-моему, видно, что, да, доходили подачи его тяжелые. Но большое спасибо всем, кто участвовал в моей подготовке, руководству нашего клуба, тренерам нашим, которые и в углу меня подгоняли, и регулировали где-то, потому что я там начал чуть-чуть импровизировать, и импровизация где-то не получалась. Там были ошибки, да, и Шавкат где-то. Да, на Вестнике ММА репортаж, и Шавкат там прям был... Зол, наверное, был максимально. Поэтому большое спасибо всем тем, кто верил в меня, и тем, кто не верил тоже, да, где-то смотивировали отчасти меня.
Ладно, смотивировали это даже, знаешь, какой-то больше... типа заговор, да, если Сула не верят, ты выигрываешь, если Сула верит... Да, я говорю, вот это вот тема. Масшаповым то же самое, я был 100 пудов уверен, он выиграет. Ну, на замену вышел, там, короче, много тоже было. Там из-за весов. Ну, ладно. Сейчас от настоящего отскакиваем. Если действительно вот Сула рассказал про то, что тебе нужны сильные вызовы для того, чтобы показать хороший бой, если оценивать Наримана относительно других бойцов, с кем ты встречался, у тебя почти 30 боев, 29, да, сейчас? Да. Если не ошибаюсь. Вот, то... Как у Хабиба? Да. Ну, почти. То на какое место можно поставить, только рекорд другой, на какое место можно поставить Наримана? Ну, топ-5 точно входит. А кто первый тогда? Ну, тем, кому я проигрывал. Алихан Сулейманов, Гончаров, хороший тоже, как ударник. Из тех, кого ты выигрывал? Из тех, кого я выигрывал, ну, тоже. Ну, топ, мы же от ситуации отскакиваем, да, в этой ситуации он самый главный был босс на данный момент. Следующий соперник, ну, так как мы сейчас, можно так сказать, да, вышли на новый левел, да. И... Ты чувствуешь, что ты на новом левеле? Ну, я готовился к этому. Если бы мне 30 лет, и я уже ментально ко всему готов. Смотри, Сул, во-первых, амбассадорство с Олимпом получил после боя? Не после боя, это было все до боя. Контракт когда подписал? До боя все было уже оговорено. А ты можешь, да, сейчас его поменять еще контракт? Побольше лавандосов, идите сюда. Да, это меня не просто устраивает, дядя Вася, меня тут устраивает двойной та сумма. чемпион. Я человек же слова, и меня устраивают те условия, которые изначально были оглашены. Дальше поработаем, увидим. Сейчас не будем говорить пока что сотрудничество только началось. Почувствовал, что чек вырос. Конечно, теперь мы... Нет, надо еще бой получить следующий. Да, мы знаем, что... Нет, я имею в виду, что теперь следующие бои — это совсем другой левел и в плане заработка, и в плане медийности, наверное. И теперь мы с тобой, Миша, разговаривали, да, тщательно придется имена подбирать, тщательно, наверное, будет какой-то, да, такой... подбор именно соперников, и не так много имен на свободном рынке сейчас, на данный момент, да, и с тобой мы уже пару вариантов накидали, но Камил Гаджиев, Нурбек Агай уже обозначили цель, да, такую примерную, это Мариф Пираев. Сула, Мариф Пираев, я думаю, что человек, чье имя тебе известно, в бою Мариф Пираев, Фаниль Рафиков, на кого ты будешь ставить, почему это важно, потому что, ну, мы же хотим, чтобы... Мариф Пираев? Победил Фаниль, да? Нет, так что ты должен болеть за Мариф, получается? Еще раз хочу сказать, вот я на данный момент в СНГ, и это я совершенно самый, и не потому, что он победил вчера, вот позавчера Наримана, а потому, что я увидел, что я там увидел, мое субъективное мнение, да, этот парень номер 1 в 70 в СНГ. Не потому, что там, допустим, он так классно, а вот именно я это чувствую, то, что можно поставить любого, и Фаниль выиграет. Ну, Мариф... Возможно, надо будет получше подготовиться или что-то в этом роде. Но Мариф не влёп. Но вот сейчас вот я вот так вот говорю, уже верю, и, так скажем, статистика – это лживая наука, я понимаю. И плюс уже комментики, кто вот смотрит, сейчас печатают. Нет, не первый. То если брать, так скажем, да, то должен как бы так проиграть. Фаниль. Да. Потому что я поверил. Должно... Вот я же говорю, эта проблема не моя. Но, кстати, знаешь, это же логическая вот эта такая логическая ошибка. Я объясню сейчас, смотри. Когда ты понимаешь то, что ты говоришь в обратку идет, ты же это уже понимаешь, значит, это идет в обратку, и еще раз в обратку. Вот я у тебя в сторисе сегодня не сказал. Вот, ну, по большому счету, какой я эксперт? А вы же антиэксперт, недоэксперт. Слушайте меня и 100% да, наоборот. Я же говорю, если победил, а вы ставьте на поражение. Вот тогда вот точно что-то. То есть я эксперт прям на 100 в степени n-1. Вот так вот, да. Так что, если я говорю, что Фаниль выиграет, значит, скорее всего, проиграет Мариф Пираеву. Ну, я про то, что ты, если это понял уже, то ты, получается, говоришь, что Фаниль проиграет, значит, он выиграет?
Нет, ты не понял. Я верю, что Фаниль выиграет. Окей. Но так как я антиэксперт... Нет, это я тоже понял. Я к тому, что ты уже... Двойное отрицание. Ты уже знаешь про это. Да. До этого не знал. Но Сегодня смотри. Здесь идет искренность должна быть. Окей. Должна быть, если, то есть, мы все верили, я искренне верил, что он проиграет. Это же ближе к бою будет. Не для того, чтобы его замотивировать. Вот в чем прикол. Да. Я искренне верил, что он проиграет. Если я захочу как-то замотивировать, это другое. Это уже будет наиграно с моей стороны. А я говорю про искренность. Да, я думаю, Миша, это ближе к бою будет ясно. Стердаун нам надо провести, пресс-конференцию, если вообще этот бой состоится, да? И тогда будет ясно. Ну, тогда вот сядете, возможно, я, может, здесь буду сидеть, Сула, и тогда конкретно будет мнение что-то. Сула, все-таки ты как человек, для меня ты эксперт именно в казахском ММА, но про Марифа ты что-то знаешь? Просто мне кажется, что ты чуть... Я несколько поединков увидел. Видел, да? Серьезный Кулаком? пацан. Да. С кулаком, да? Серьезный пацан. Но, я так понимаю, он через ППМ, да, тоже выступал? Да, он да, шел сейчас в хайп-реалити там был. Сейчас проф ММА. Последний бой за Буторином бился. И что, выиграл он? 77 они дрались. 77 бились они. Ну, он... Буторин, это который... Максим. Это который бился за титул с Бикрёвым. Молодой парень такой. Не знаю. Нет, я его знаю. Он же кто-то с нашими тоже с кем-то Нет, дрался. ты путаешь. С Гойти он бился. Все, я его вспомнил. Я его вспомнил. И он, по-моему, побеждал, да, Гойти? Нет, он проиграл. Нет, все, я этого парнишку вспомнил. Нет, Мариф Пираев, серьезный парень, выиграл Куата. Куата не просто так выиграть этого парнишку тоже, что говорит. Там попотеть надо очень серьезно. Каким бы он не был бы, но Куатик тоже. И еще тот дядя Вася, так скажем. Отличный боец. Я считаю, у Куата самый высокий бойцовский IQ. Прости, просто интересный момент. После наших подкастов, я знаю, что ты не очень любишь читать комментарии, все всегда пишут, Сула назвал вот этого человека дядей Васей. Сула назвал, и ты просто всегда так в разных контекстах называешь дядя Вася. Можешь дать какую-то справку людям, дядя Вася это кто? Потому что, знаешь, такие пишут, Миш, пояснительная бригада. Да, типа они говорят, Миш, ты теперь дядя Вася. Я такой, ладно. А теперь сейчас, знаешь, ты говоришь, Мариф, дядя Вася. Вот в данном случае контекст Куату, что он шарящий, то есть прожженный, не первый раз. То есть если этого люди не понимают, не то, что, я не знаю, это выскакивает, Фаниль по-любому проиграет. Вот так же, дядя Вася. Окей. Как ты вообще в целом оценишь турнир, если мы уберем за скобку Наримана и Фаниля? Было очевидно, что действительно бой с историей, уже он год качался, и два интересных, каких-то персонажа из мира ММА. Вот все остальное, кроме них. Ремарка, можно? Сул, ты по раундам насчитал? Все ты выиграл. Все. Я посчитал, что он выиграл все раунды. Второй тоже отдал. Может быть, где-то было... Я вот не помню уже. Может быть, где-то было как-то еще погранично. Вот второй был, он пограничный достаточно. Но мне показалось, что ты выиграл все раунды. Ёптагадыть, да. Это мы вырежем. Да, отвечая на твой вопрос. Лига Fight Night сюда прилетала, я был на всех их турнирах. Они с Алашпрайдом, по-моему, парочку раз проводили. Они проводили, Адильбек, забыл его фамилию, Казах Джетпсе он делал. Тогда, кстати, здесь и, здесь же Артем дрался, по-моему, тогда. Не помню, в общем, неважно. Дрались, кажется. Артем дрался в Fight Night, точно. В Fight Night с нашим бойцом, да, у них была история такая интересная. Что-то такое, было, но всегда в этих турнирах это был Fight Night. Даже если это был объединенный турнир, это был Fight Night. А в этот раз это была Найза. И мне это безумно понравилось. Что даже это был объединенный турнир, но я увидел разницу, что это была прям Найза. Очень качественный турнир. Я прям в восторге от этого турнира. Атмосфера. Все было классно. Сыночек мой пришел, вообще там с дядькой своим сидел. Я его с этим сфотографировал. С поясом он же тоже был. С поясом он тоже фоткался. С поясом он там. Я на самом турнире пришел. Но атмосфера была очень хорошая. Мне безумно понравилось. Конечно же, вот то, что пацаны, снялись. Аслан Утигалиев снялся. Жусупов. Сабитик, тоже, снял. Вот это так... Мне кажется, их
вот такой вот их, не то, что они накосячили, они пропустили огромнейшую возможность вот так офигенно сверкануть, потому что было настоящее зрелище. И мне понравилось, что и бойцам всем понравилось. Было видно, как они от ММА, от своего кунг-фу, который они там показывают, что они прям сами кайфанули вот от зрителей, от зала, от атмосферы. Это, конечно, все передавалось. И не знаю, и зрители, вот то, что вот сидели в партере, да, у всех было настроение хорошее, это чувствовалось. Вот эта вот энергетика прям. В этот раз я его прям ощутил. Я опять же подчеркну, вот 2 предыдущих таких невзрачных, я прям был... А вот этот был прям супер. Супер турнир. Шикарный. А тебе как, дружище? Да, ну, мне тоже просто... Я уже понял, что чуть сложновато комментатором работать на турнире. Именно чтобы пытаться еще что делать. Я пытался снимать репортаж, работать с комментатором, плюс какие-то там тоже орг-моменты. Ты мне же предлагал, почему ты не хочешь, потому что я знаю, что оттуда не уйдешь. Когда, да, вот это все сваливается, я еще вот уже прошло 2 дня, я все равно не пришел чуть в себя, ну, устал, короче, много сил потратил на это. Но мне тоже понравился результат. Хотелось бы, чтобы чуть побольше было народу, вот. Чуть не хватило, то есть до полного зала, на самом деле, там, не знаю, 20%. Но в целом, да, крутой турнир. И действительно, с заменами, в любом случае, для меня турнир в первую очередь делают бойцы. Если бы был бы еще там 2 титульных боя, это бы украсило бы точно. И очень грустно, что они не состоялись. 7 из 10 я бы поставил. Я примерно так же. 7-8 из 10 я примерно согласен с тобой. И я думаю, у наших зрителей теперь не возникнет вообще никакого... Хотя наверняка там найдутся какие-нибудь комментаторы. Какая лига номер 1 не то что в Казахстане, а в Средней Азии? Я думаю, всем понятно. И особенность Найзы, ребята, вы должны понять. Здесь наскоком прийти и завоевать чемпионский пояс вообще просто забудьте. Здесь один вообще в поле не воин. У тебя должна быть серьезная команда. Только так. Здесь не бойцы даже дерутся, здесь команды между собой. Просто так стать чемпионом Найзы, Вася, вообще забудь об этом. Понял, Васек. Вот здесь вот прям Вася, это прям Васек. Все Василий напряглись. Зубков. Да. Да, супер было. Я прям под впечатлением. Офигенный был турнир. Я даже не хотел этот UFC смотреть. Я его врубил, мои друзья врубили, и я уснул. Не будем говорить, где. Да. И что, не было комментариев даже? Комментариев? Там комментаторы были. Я просто трансляцию никогда не смотрел. Там есть комментаторы. Не будем рекламировать. А не лжешь ли ты нам, Фаниль? Почему лжешь? У меня Fight Pass официально. Каждый месяц 25 числа у меня с карты снимается 200. Лучше, кстати, на год покупать, там дешевле получается. Да, нет, нормально уж. Просто потому что... Давай, Фаниль, про реакцию после боя. Во-первых, были какие-то интересные сообщения от тех, кто не писал тебе до этого, и расскажи немножко про то, когда уже будет переезд в новую квартиру. Или его не будет? Ключи дали. В Павлодаре? В квартире. Нет. В Боровом? Боровом. Боровом? Че скажешь? Нормально. Зона отдыха? Я не знаю, я просто там не был. Не живу. Нет, я был в Боровом, конечно. Боровом. Классное место. Я просто тоже был. Мне понравилось там. Чисто там неделя. Отдыхать. 10 дней. Что там ловить? Отдыхать, проводить время со своей семьей. Также можно в Павлодаре посидеть. С дочкой. В Павлодаре всегда успеется. Там мы не сидим, там мы... Ладно, в любом случае можно будет ее сдавать и получать хорошие дивиденды. Это приятный бонус. Спасибо большое, Мольдер, что поддерживают спортсменов. До меня были, такие прецеденты, что дарили квартиры и... Нурбек Абдрахманов, Альбилис. Да, Жуман Жумабеков. Жуман, точно. Поэтому... Большое спасибо, что есть такие люди, которые Боровой уделяют... в Казахстане, да? Да, в Казахстане. Это на другой планете. Поэтому большое спасибо. Что-то... старые какие-то, не знаю, друзья, которые там раньше смеялись, сегодня пишут уже. Нет, такого не было. Да, просто, сейчас люди подписываются, особо даже в соцсети не заходишь, и запросы. В день после боя, конечно, я всю ночь не спал, отвечал
всем близким, да, благодарил за поддержку. Деньги в долг не просили? А? Деньги в долг не просили? Кстати, после этого попросили сумму, еще такую сумму Больше гонорара. Спасибо за комплимент, да, но не могу. Да, и пришло... Ну, а там как пишут, типа, поздравляю с победой, есть деньги в долг? Нет, салам алейкум, я очень рад, ну, типа, есть такая просьба, короче. Что я рад, что ты победил, есть такая просьба, и в конце там сумма. Тебе такие не приходили никогда сообщения? Я просто честно... Всегда так, да? Еще издалека заходят. Нет, раза 2-3 приходило такое. Когда хотят одолжить, тебя спрашивают, как дела. Да, Нет, незнакомые люди. Вообще незнакомые люди. Незнакомые? Тебе не Нет, не знакомый. Я незнакомый тоже, но незнакомый-то я не одолжил. Еще вот так, лежи, ласково ты там... Я рад, что ты победил, очень долго, типа, ждали. Ты знаешь, что человек пишет ему? Говорит, Фаниль, я просто на Наримана поставил, взял кредит. Да, ты типа... Надо вернуть. Да. Можешь одолжить. Можешь одолжить. Я хату проиграл, да. В Боровом хату одолжи. Нет, я говорю, писали люди, те, кто поддерживал меня. Подписки новые, да, такие появились, которые я там не ожидал, например, там... Криштиану Роналду? Нет. Мбаппе. Нет, местные селебрити. Байзакова? Подписались. Нет, Байзакова и не было же на турнире. Кто был на турнире, подписки тебя ты увидели. имеешь в виду? Новый. Нет, я имею в виду, те, кто присутствовал на турнире, много же селебрити присутствовал. Жандарбек. Да, конечно, Жандарбек всегда подписан, поэтому... Да все так же. Сейчас на данный момент все так же. Особо изменений никаких нет. Кроме того, что дома теперь есть Да, пояс. все так же, раз деньги вытащил, все так же. Деньги, это вода, это что ты возьмешь? Деньги все на карте, да. Поэтому наличку не таскаю. Поэтому как-то так. Да, хороший год для Фаниль, на самом деле. Начался. Осталось реально не так много до окончания карьеры, на самом деле, там пару лет. Нет, это правда, будем честными. Спасибо. 3-5 лет, да, осталось? 3-5 лет. Спасибо. Нет, так и есть. Так и есть. Но при этом очень здорово, что вот этот год, под конец обычно, не прет, а вот то, что... А тебе прет. Да. Нет, ты реально слышишь амбассадорство, пояс, хороший гонорар и еще и будущие крутые бои. То, что ребенок с детьми будет переть всегда, я к тому, что в плане денег под конец именно в какой-то одной профессии это здорово. У нас Сула сегодня есть, просто Фаниль знает, тебе рассказываю. Гость. Есть сегодня гость, у нас первый раз такой будет вроде бы. Кто? Сегодня мы подключим чемпиона Fight Nights, постараемся, сейчас я ему буду звонить, и пообщаемся, спросим, как ему бой Фанили. Может быть, у тебя тоже будут какие-то вопросы, как раз... Кому? Александр Сарнавский, чемпион Fight Nights. Сарнавский, знаю. Он же, да, я с ним знаком. Попробуем. Мы сидели даже, как дядя Расул нас приглашал. Так, Александр, приветствуем тебя. Да, приветствую. Приветствую всех, кто находится, всех участников. Салам алейкум, Сань. Смотри, Александр, сейчас, по сути, в студии с тобой 2 чемпиона Fight Nights уже в легком весе. Вот Фаниль стал объединенным чемпионом Fight Nights и Лиги Найзат, ты чемпион Fight Nights действующий. Ага. Хочется у тебя для начала спросить, как тебе вообще бой Фаниля и Наримана, и удивлен ли ты результатом, потому что Фаниль был жесточайшим андердогом, и очень многие в его победу не верили. Относишься ли ты к этим людям? В первую очередь хочу всех поприветствовать, Фаниля поздравить с победой. Спасибо. Потому что это была доминация, я думаю, всего поединка. Кто бы там что ни говорил, там первый раунд, второй, там третий, кто что забрал. Я думаю, что по раундам, я бы отдал бы все 5 раундов ему. Это первое. Второе, я сказал в интервью, что 70-30 в пользу Абасова. Это я говорил. Но мой прогноз не сбылся. На самом деле, это тоже, хорошо, когда тебя считают, андердогом. Все равно, когда тебе считают, что ты в тебя мало верят, то, наоборот, это тебя мотивирует, как правило. И думаю, что заслуженно, достойно выиграл, но я не ожидал, что именно будет именно в доминации, в полной. И в борьбе, в принципе, ничего не смог сделать Абасов. Но в ударке это понятно. В ударке, приветствую. В ударке я понимал, что там шансов для него мало. И я еще удивился, сколько он терпел именно с левой ноги по печени, по корпусу, пробивал очень жестко. Все равно молодец, он такие удары пропускал, но терпел и дрался до конца.
Но я думаю, что здесь вопросов не осталось. Я думаю, все было все было честно и по правилам. Александр, смотри, есть сейчас несколько вариантов для боя следующего Фаниля. О тебе поговорим, мне кажется, в самом конце, потому что ты чемпион, он чемпион, и это, в принципе, тоже интересно. Есть еще Мариф Пираев, и есть еще один боец, который, я так понимаю, отчасти твой ученик, это Мири Садыгов, боец, с которым у Фаниля был бой в нашем деле. Насколько вот тоже интересная может получиться история, чемпион нашего дела против двойного чемпиона Фаниля Рафикова. И как ты думаешь, вот много ли изменится с первого их боя? Ну, знаешь, всегда первый бой, понятно, что там все так быстро произошло. В любом случае, второй бой будет уже совсем по-другому. И я думаю, человек, который всегда проигрывает быстро, я думаю, что он делает выводы определенные. Да. На самом деле, знаешь, можно проиграть хоть кому быстро. Это такое бывает, такой спорт. Ну, самое главное не опускать руки, делать выводы и потом выходить и доказывать. Я думаю, что второй бой все равно уже будет другой. И для Фаниля это будет, конечно же, взять реванш. А для Мири это будет, чтобы доказать, что это была не случайность. Я думаю, как-то так. Но а по поводу боя, ну, это опять же надо понимать, кто больше его хочет, понимаешь? Если Фаниль хочет реванш, закрыть поражение, да, там, если он считает, что это была случайность, либо там он не был готов к этому бою, тогда да. Я думаю, что можно провести реванш. Но опять же, если это ему интересно. Ты что думаешь по поводу Мири Садыкова? Он тебе уже кинул вызов, я так понимаю. У тебя возможность взять третий пояс. Ну, на данный момент, если выбирать по именам, имя уже есть, это Мариф Пираев. И поэтому, ну, в плане, да, выбора бонусов и что больше принесет мне на данный момент в моей карьере, это, конечно же, Мариф Пираев. Поэтому, ну, Мири очень достойный парень и сильный спортсмен. И у него в нашем деле есть, да, там, у него защита вроде предстоит, да, Саня? Защита у него... Они перенесли защиту. Должна быть в июне, 12 июня, но он приболел и перенесли на сентябрь, по-моему, что-то такое. Ну вот в сентябре, осенью он будет защищать свой пояс. Дальше будет видно. Я тоже осенью планирую вернуться, поэтому на данный момент Мариф Пираев. Угу. Саш, что думаешь по вот этому бою Мариф Пираев против Фаниля Рафикова? Хочется тоже от тебя прогноз. Ну, во-первых, в каком весе будет проходить бой, это тоже очень важно. Если в 77, то я думаю, что, не знаю, надо быть хорошо готовым, потому что... Такая ремарка, можно перебью? В 77 точно не будет этого боя. Ну, уже говорили. Я и говорю, что все равно, если брать 70 килограмм, да, Марифа, и брать, допустим, Марифа в 77, это два разных человека. В 70 он никогда не сделает больше. А может быть сделает, но он не согласится на этот вес. Это раз. В 77, ну для 77 он в бою будет весить 86-87. Но он сильно большой. Да. Не знаю, как бы все равно в боях вес тоже где-то, тем более живой вес, даже 2 килограмма не имеет какое-то преимущество. Опять, смотря в каком весе, и я думаю, что надо сперва понять, в каком весе выступать и драться. Угу. Окей, Александр. Мы же знаем, что Мариф, скорее всего, будет просто переводить, я думаю, что только работать на земле. Его же сильная сторона — это партер, грэпплинг, ну, там, и переводы. Я думаю, как-то так. Александр, и заключительный вопрос. Тебя тоже предстоит бой, я так понимаю, в сентябре, осенью с Ахмедом Алиевым. Но если там заглядывать за спину сопернику, что, понятное дело, там бойцы не очень любят, что тебе будет дальше интереснее? Бой вот с Фанилем, если он еще останется чемпионом, или бой с Магомедом Камбардиевым, который тоже хочет подраться с тобой, потому что является обладателем титула Найза в легком весе? Уже нет. А, уже лишили его?
Ну, По-моему, нет, еще не за лишали. титул временного, да, будет биться. Вроде не лишали пока официально. Ну ладно. Кабардиев или Рафиков? Слушай, ну, во-первых, первое, мне сперва надо защитить свой пояс, это первое, да. Второе, в конце года я хотел выступить на РСС, если все как бы сложится хорошо. И уже потом дальше думать планы. Во-первых, как Фаниль подерется дальше, если он хочет тоже в сентябре вернуться. Какой у него уже будет статус. Подраться то всегда можно. Это самое главное, какие будут условия. Вот и все. Потому что, ну, неохота драться уже за копейки. Тем более мне не 25 лет, мне уже не 30 лет. Понимаешь? Охота как бы уже там конец карьеры, там она все равно уже не длинная осталась. И охота как бы уже нормальный чек зарабатывать. Если как бы для меня, допустим, для Фаниля будут хорошие условия и хорошие деньги, ну почему бы и нет? В любом случае никто здесь не проиграет. Что я заработаю, что он заработает. У меня вопрос. Сань, а с Магомедом Сулумовым хороший чек заплатили? Ну, приблизительно получше, чем в Исее. Ну, хорошо. А в РСС планируешь бой, ну, тоже с хорошим чеком, да? Сейчас по ценам ориентируются. Нет, ну, конечно. Но видишь, тут еще все зависит же, какой еще у человека, у бойца статус. Если ты чемпион, допустим, какой-то организации, все равно уже как бы какие-то условия можешь ты предлагать. Понимаешь, вот я хочу вот за такой чек драться. А если, допустим, ты чемпион и еще сделал защиту, то как бы все равно к тебе идут навстречу. Уже как-то можно договариваться. А защита будет точно против Ахмеда Алиева, да? Ну, я думаю, железно 100%. А Бекрёв? Потому что Бекрёв, ну, я Камилу задал вопрос, он сказал, что он и не да, и не нет, и непонятно, понимаешь? И, допустим, он меня спросил, я сказал, да, давайте сделаем с Бекрёвым, погнали. Да, Бекрёв так не говорит, понимаешь? И как бы они не хотят настаивать. И Бекрёв сам понимает, ему нужны громкие бои. Он тоже хочет сейчас зарабатывать. Ну да, он умеет пояс Fight Nights, да, он его там 3 раза защитил. Ну а что толку, что он его защитил? Денег он особо не заработал, понимаешь? Ну да, заработал, но не те деньги. Понимаешь, вот если, допустим, он дрался там со Шлеменко, да, то это уже другой вопрос. Так же, как и Куат. Куат мог тоже бы сейчас с кем-то драться там, да, с непонятным, ну, на хардкоре, и получил бы там, ну, какие-то деньги, ну, не знаю, какие, а подрался с Шлеменко, он как бы сорвал большой чек. Так же и хочет Бекрёв. Он хочет громкие бои и хочет заработать. Вот и все. Александр, рады были тебя видеть. Ждем твоего боя с Ахмедом Алиевым. Все. И будем общаться с матчмейкерами. Я поздравляю с победой. Спасибо ббольшое, Сань. Удачи Спасибо, тебе тоже спасибо. при предстоящей защите. Я думаю, что это все, спасибо. Я думаю, что это заслуженно. Я думаю, ты сделал все возможное. В тебя мало кто верил, но ты доказал обратно. И знаешь, это нормально. Вот такие, как сказать, когда в тебя мало кто верит, когда там считают фаворита другого, но назло там всем ты доказываешь, и что ты лучший. Так что я думаю, что это наоборот мотивация, и в дальнейшем я думаю, что ты будешь показывать хорошие бои. Так что тебе только успехов. Спасибо, Саня. Тебе тоже. Успехов и удачи. Ой, спасибо. Да, ты отключился. Да, Сань, будем прорабатывать с матчмейкерами большие гонорары для тебя. Может быть, что-то получится. Все, хорошего тебе дня. Все, спасибо. Все, давайте, ребят, всем удачи, до свидания. Так, надеюсь, интерактив получился у нас достаточно динамичным и веселым. Вообще не понимал, о чем вы говорите. Виктория. А ты просто вышел. Ты просто вышел, из диалога. Да, когда все А из группы тебя выкинули, видишь, а зашел, но не добавили. Сула, есть что-то интересное еще спросить, обсудить? Кстати, как тебе бой Али Батрудинова против Нургайпула? Ну вот. Это третий Он же бой. дебютант, да, еще был? Да. Профи, но какой-то чемпион, да, России, да? Да, по ММА. России по ММА. За нас. У нас тренируется. А вообще этот поединок, он как был объявлен? Прям он именно этот должен был у него соперник быть? Ну как, насколько я знаю. Нургайпулу? Ну как я знаю,
За месяц точно где-то уведомление пришло. 3 недели точно я знал, что... Потому что Али готовился, и Али говорил, что на 90 дали соперника. Промежуточный вес был. И мы не знали, что это Нургалипулы. И когда узнали, а Али такой, парень, он говорит, я просто хочу подраться. И вышел. Он офигенно подрался. Для первого боя, да? Он офигенно с претендентом на чемпионский пояс на язык подрался. С таким претендентом, который 5 раундов Саю, дрался вообще нереальнейше. С Абзалиевым. Угу. Я, честно сказать, я разочарован в Нургали. Очень сильно разочарован. Я вообще... Впечатление такое, что он вообще не понимал, против кого. Я еще смотрю, это, карточка, да, дебют. Нифига себе дебют. Не знаю. Разочарование. Большая любительская база решила. Любители это любители. У нас вон Арман Усманов любитель. По большому счету. В профи, когда заскакивал в первом раунде, если не нокаутирует, то во втором, в третьем раунде жестокие проблемы. А тебе как бой? Нормально. Нормально. Ты ожидал такого исхода? Не, я же не видел ни одного боя Али, поэтому... И он дебютант, я имею в виду. Он же... человек, который Один бой ты по-любому видел, в Астане же ты был? Да. Нургалита я видел бои. Я про то, что если ты чемпион России по Союзу ММА, то это очень высокий показатель мастерства. Это прям серьезно стало. Да, поэтому, в принципе, то, что будет конкуренция, я был уверен, не знаю, надо было мне смотреть какие-то бои. В любом случае... И я потом, извините, что перебиваю, я потом в повторе чуть-чуть хайлайты посмотрел. Меня удивило, что он ногу так быстро отбил. Там вроде 2-3 удара, да, и ногу отключил он. Там в основном не вышел на 3-й раунд Нургалипулы из-за ноги, я так понял, да? Очень сильно. Да, он именно из-за ноги, он сказал, что все, я не могу дальше продолжать. Но меня удивило другое, то, что Нургали не мог встать из-под Али, хотя человек, он... Да. Член, да. Серьезная база вольной борьбы у него. Прям чемпион Казахстана, он насколько... 11-кратный, по-моему. Это до 93 килограммов, да, у них? 84 был. А, это 84 они? 90 промежуточный вес. Не промежуточный тоже, да. Окей. А Али изначально у нас заявлялся в Гран-при 84 килограмма, и вот он планирует 84 килограмма дальше биться в рамках Гран-при. Я думаю, чуть, конечно, над медийкой, над ним надо поработать, потому что не разговаривать, да, чуть-чуть. Я думаю, мы его пригласим еще в гости к нам на подкаст. В плане мастерства, такого, да, что показал для первого боя, меня удивил, честно. И ментально, мы же в одной раздевалке были, ментально готов парень. Не горит. Сколько лет ему? 25 ему. 25 лет. Конечно, для дебюта это такой уже солидный возраст. Но удивило, что не подгорает, просто лежит. Ему там до боя оставалось 2-3 пары. Лежит, смотрит бои, комментирует. Потом встал, подтянулся, зевнул, забинтовался, вышел. И заходит, просто делает дело. Но я думаю, в Гран-при, если будет биться в финале, один из фаворитов. А надо посмотреть, кто соперник, потому что, наверное, там тоже будет соперник из Дагестана. Гран-при, да, будет? Финал же Финал Гран-при. Он выступает за нашу команду, за Дартим. Вот это имеете. Вышел же Орлан против Дартима. Да, и 84 у нас заявлен Али Батрудинов. Я думаю, Мне кажется, вы проиграете. Его же обратные, значит, выиграем. Поэтому... Давайте, сколько можно уже? Да, заканчивать. Нет. Давайте про UFC поговорим. Давайте... один бой. Я тоже всю ночь не спал же после боя. Давайте включил. Секундочку. UFC. Вы выиграли пояс. Да. Да, мы это уже услышали, увидели. Можно мы поговорим не про вас? Давай. Про UFC. Кто вообще в курсе, что случилось с Самандарчиком? Насколько я знаю... Что за это самое? Писали про почки. Почки. А в связи с чем? В связи, говорят... С гонкой? В связи с тем, что... гонял, говорят, на воде, и воспаление какое-то началось. Именно в почках. И врачи, говорят, что в больнице прям лежал
Самандар это очень... мы знакомы с ним, очень уважительный парень. И, насколько я знаю, да, просто так бы не снялся с боя. Тем более, зная, что большая арена... И второй раз. Просто, вот грустно, что второй раз получается. Да, большая арена, и столько внимания к этому бою было, и все ждали. Оба непобежденных бойца. Я думаю, наверное, третий шанс Нурбек Агаев, возможно, даст ему проявить себя. А что еще делает Нурбек? У Нурбека другого, кто там еще есть? Нет, есть еще Тайлах. Есть Тайлах, есть... Тайлах в Шанхае. Его пока сюда дозволят. А, кстати, он выиграл бой? Нет, по-моему, 20-го какого-то будет числа. 20-го, да, у него бой в Китае. Короче, через пару дней. Да, или вот на днях должно быть. Есть шансы у Самандарчика вообще в этой весовой категории? Или надо менять? Мне кажется, это важный вопрос. Ему сколько? 23 года, он молодой еще. Но смотри, первый раз же в прошлый раз он травму, по-моему, получил. Не из-за веса была проблема. Нет, Михаил, я тебе честно скажу, мне вообще плевать из-за чего. Для меня есть результат. Нет, ты просто говоришь менять весовую, смысл менять весовую, если у тебя... Если мы вот сейчас посмотрим, да, раз отказался, 2 отказался. Какой смысл? Но ты думал, что и наш бой не состоится до конца же. И Куата Шлеменко тоже. Я такого никогда не говорил. Вставите. Викторию попросите, чтобы она сделала ставки. Предыдущие выпуски вставите. Я никогда не говорил, что не состоится схватка. Присутствовали. Куата со Шлеменко и Фаниля с Нариманой никогда такого не говорил. Так что давайте сейчас вот перед зрителями не надо меня в таком свете выставлять. Монтируем. Я вас долго монтируйте и вставите. Ладно, я к тому больше, что если смотришь на Самандара, у него много лишнего веса. И, наверное, как будто ему очень стоит выступать все-таки в 77. Легкий может. Кто-нибудь видел его за несколько минут до взвешивания? Как он выглядит, как он себя чувствует? Я в Ташкенте его видел. И как? Довольно бодренький. Я вообще изначально, когда увидел его, по антропометрии он чуть-чуть больше меня. И я вообще изначально думал, что, для меня природный легковес. Но все по-разному, да. Например, я тоже 300 грамм не получилось у меня сделать. Возможно... Кстати... Да, к этому... Тирамису, да? Или что там у вас обычно у бойцов? Нет, не тирамису. Я не знаю. Просто пот не пошел тоже. Тоже там были ошибки. Тогда, когда начинаешь... Воду пить. А я решил в этот раз гонять не на воде. И вообще все разы крайние я считаю, что нужно гонять на диете. Потому что на воде, возможно, бывают и такие проблемы с почками. И лучше... Бойцам такой совет: перед сгонкой веса пройти медосмотр хорошенько, потому что, возможно, в процессе весосгонки возникают проблемы разного рода, даже со зрением. Давайте к Самандару вернемся, и я все-таки, наверное, озвучу эту мысль, которая вполне вероятно у всех в голове возникала. Не отказался ли он от этого поединка, потому что считал, что на данный момент не готов? Да нет, я считаю наоборот. Миша, у тебя такие мысли возникали? Я не знаю, нет, действительно, у меня то, что смотри, возникают такие мысли, потому что второй раз уже. Да. Но просто по настрою Самандара, то, что он в интервью говорил, то, что он выходил на face-to-face, мне кажется, чуть тоже это не клеится, что если ты газуешь уже, да, настолько, как любят говорить бойцы, а потом снимаешься с боя, то как-то это нелогично совсем получается. Так что, наверное, нет. Но в любом случае это будет самый серьезный соперник Самандара. И при этом стоит ждать дагестанскую борьбу от Гасанова, потому что он хорошо борется, хорошо контролирует, и, конечно, надо к нему прям очень хорошо Самандару подготовиться, если он хочет выиграть. То есть это точно не стандартный соперник обычный, который у него до этого были, а прям действительно очень серьезный парень. Не знаю. Но я бы хотел этот бой увидеть. В 77 именно в Лиге Найза этот бой имеет смысл, потому что кроме них двоих и Тайлаха уже никого и нет. Главное, чтобы команда To Beat Top Team не спекулировала нашим желанием того, что мы хотим это видеть. И уже действительно подготовила человека. Это потому, что у них не в первый раз. Вот ты сейчас, Фаниль, говоришь, что можно держать диету, а не на воде. И для меня сложно поверить в том, что команда To Beat Top Team не шарит в этих вещах.
Они готовили пацанов не только на Найзу, готовили пацанов и на UFC. Они вот эти все детали, все эти тонкости, все последствия, которые могут возникнуть, они за все это в курсе. Ну, организм же мы тоже так сейчас рассуждаем. Организм имеет свойство вот просто на ровном месте отказать. Ну, это весогонка, это же такой процесс непредсказуемый. Вот элементарно, да, гоняешь на воде, стали почки, там не то, что обои ты думать, там вообще о жизни своей задуматься стоит, потому что... А просто с диетой можно это сделать? Ну, мы же не знаем, сколько он гоняет. 20 килограмм, например, как там Бибер 23 килограмма гоняет, либо там 10, да. Мы не знаем же, вот как у человека уходит вес. Знаешь, например... почему мы не знаем? Знаешь, почему я вот не знаю? Потому что не гонял? Нет. Не потому, что я не гонял. Потому что тебе все равно. Да. Ну да. Вот мне это не имеет вообще значения. Не видят если ты это самое, как говорится, назвался грузем, прыгай в кузов. Либо не называйся грузем, либо меняй свою весовую категорию. Потому что 2 раза срываться поединок, это абсолютно говорит о несерьезности отношения. Вот это говорит о спекуляции наших желаний. То, что они знают то, что мы хотим этот поединок увидеть, и уже начинают этим уже манипулировать нами. Ну, взять даже там не состоявшийся бой, да, там Хабиба и Фергюсона. Ну, как 2 людей можно назвать непрофессионалами? Есть, бывает, воли и случаи, не должен этот бой состояться. Вот что бы ни случилось, не состоялся этот бой. Возможно, и такой момент быть, да, там какая-то мистика, и, возможно, и такой быть сценарий этих событий. Но на данный момент я не вижу, что Самандар там как-то там забоялся или еще что-то. Да, вот на спекуляции играть на том, что где-то он не готов или еще что-то. Нет, была определенная причина. Они официально объявили Нурбеку Агай. Нурбек Агай принял эту причину, да. Если бы у него возникли какие-то вопросы, наверное, бы это получило публичное какое-то... Огласку, да. Но возникли те причины. Нет, я имею в виду не в том, что, допустим, ты привел сейчас пример Хабиба и Фергюсона. У них же, по-моему, было сначала тот, потом тот, потом тот. В любом случае 4 раза сорвался. Да, но подряд не было же у кого-то, или было? 2 раза вроде, кто-то 2 раза подряд. Самое близкое было, когда Тони за день, по-моему, или за 2 запутался от камеры, короче. Провод споткнулся и порвал колено. Поэтому, бывают и вот такие мистические моменты, да, когда просто волей судеб не суждено этому бою состояться. Я думаю, тогда его не нужно вообще делать. Анонсировать? Вообще не Я бы еще раз попробовал точно. Да, вот просто третий... Столько... Я к чему это говорю, джентльмены? Смотрите, это только Самандара, если мы берем. У нас сорвался поединок Сабита, сорвался Аслана. Ну, вот это же не... А другие пацаны, я знаю, что другие бойцы, они сами даже в шоке от того, что срываются, и лигу так подставляют. А это подстава. Много моментов было. Когда 1 раз, это ладно, окей. Но когда ты и 2 раз мутишь, тебе уже действительно лучше справку принести из больницы. Да? Вот взять... Записки не канают от папы и мамы. Но взять даже вот это, то, что там, да, любительские соревнования. Каждый же делает выбор всегда, да. Я, например, там чуть ли, как Миша говорил, скотчем замотаться. Я, скотчем, честно... лентой, типа. Лентой, да. Я, честно говоря, вот последнюю неделю, да, там... не было. Чего? Знаешь, такая вот, когда товары передают, такая трава, когда с пупырками. Чтобы замотаться, и травм не было. Вот это... Я последнюю неделю... Попыт? Да, типа. Последнюю неделю была жара лютая, но я настолько тепло одевался, что, потому что понимал на весосгонке, да, иммунитет настолько слабый, кто чихнет возле тебя, ты уже там так реже на него смотришь. И максимально партнеров подбирали. Это тоже вот индивидуальный вопрос. Именно команда, да, они тебя ведут, берегут. А бывает, что, да, там, я помню по молодости, мы приехали на профбои, и нас встречал парень, короче. А я был секундантом пацана одного. И нас встречает, короче, там провожает, а уже где-то 3 часа ночи. Ему, короче, еще вес надо было. И кто нас встречал? Он говорит, я завтра бьюсь, типа.
А сам, ну, видно, ну, типа, всю ночь не спит, еще вес надо подогнать. Бухает. Ну, такое, ну, на лайте, вот, бывает же, вот, еще вышел и выиграл. Прикинь. Не, я про Самандара говорю, почему. Заостряю, я вам честно скажу. Да. Во-первых, мне очень нравится его вес. Не вес, а возраст. Возраст. Для меня это прям определяющее значение. Во-вторых, мне нравится, как он медийно выглядит. Что он умеет говорить, что он топит, что он газует. И у него офигенная техника, у него есть все. Все, чтобы представлять Республику Казахстан, он на казахском говорит идеально. Чтобы нас, казахов, представлять где-то за океаном, у него все есть. И я говорю, что возраст его позволяет просто подумать, что через десяток лет этот чувачок может сюда реально привести пояс UFC. Или той организации, которая будет номер 1 к этому времени. И вот такие косяки, конечно, меня вырубают просто. Зла не хватает. Мне было бы до него плевать, я бы... Ну, нет, так нет. А вот это вот... Потому что Самандар, потом Бекзат Алмахан, ладно, Тимур Серикулов, это вот пацаны, на которых, честно сказать, я рассчитываю в будущем. На лет 5-7, вот там. Ну, Бекзат же возрастной, кстати, ему 28. 26. 26 сразу ему, да? 26. А, окей. Казалось. У него есть... Азат Максум возрастной. Азат Максум ему 29. Угу. А вот эти вот, ну, Бекзат сейчас уже в UFC. Если нормально себя будет там сам готовиться, 5-6 лет у него есть. Закрепиться и чтобы показать, что это такое хорошее, действительно. Все есть, вся возможность. Я все. Ты все? Все. Да, друзья, сегодня я все. Друзья, сегодня у нас такой необычный получился выпуск. Надеюсь, технически все получилось, потому что есть у меня сомнения, но в любом случае Сарнавский писался на эти микрофоны. Так что, если будут какие-то косяки, не вините сильно. Сула, спасибо, что сегодня был с нами. Друзья, подписывайтесь на социальные сети Сулы наш боец KZ. У него прям появился новый канал, он нам рассказывал за кадром, и там что-то невообразимое происходит. Так что... Они все ждут ссылку на этот выпуск, не верьте этому человеку. Мне страшно представить, что там будет. Также подписывайтесь на социальные сети двойного чемпиона Фаниля Фархатовича Рафикова. Если вы были его хейтером до этого, то напишите ему что-то хорошее в комментариях, и он вас больше будет обзывать. Спасибо большое. Отблагодарит добрым словом. Также подписывайтесь на все социальные сети Лиги Найза. Это и наш YouTube-канал, и наш Instagram, и наш TikTok. И, конечно же, заходите на наш сайт, где сейчас в эксклюзивном формате лежит турнир совместный Найзы и Fight Nights. Вы можете там его посмотреть, пока он еще недоступен в YouTube. Скоро будет, но в любом случае пока нет. Вы можете воспользоваться этим моментом. Также голосуйте там за лучших бойцов месяца. Они получают денежное удовольствие за это. Встретимся в новом выпуске. Всем спасибо и всем пока.